Александрова Ольга Яковлевна – это актриса, театральный режиссер, член Союза театральных деятелей Российской Федерации, член Творческого союза художников России. В 1982 году поступила на филологический факультет Удмуртского государственного университета, перевелась в Московский государственный институт культуры, где получила специальность режиссура массовых зрелищ, окончила Академию переподготовки работников искусства, культуры и туризма по специальности режиссуры драмы. И тут же она училась в аспирантуре. Дальше я не буду продолжать ее многочисленные стажировки и работу в ведущих московских театрах, а также и за рубежом постановки. Также она была в Ханты-Мансийске, она в 2002-2010 годах создатель, художественный руководитель, режиссер, актриса, сценарист, педагог театра обско-угорских народов «Солнце», первого в России профессионального театра коренных малочисленных народов. Известность и признание Ольга Яковлевне принесли ее моноспектакли «Слово о полку Игореве», потом вот 3 свадебных напева, сотканных из песен и снов. И, наверное, самый такой фурор – это 3 свадебных напева, которые были, этот спектакль был поставлен в Финляндии, и далее этот спектакль был показан в Норвегии, Швеции, Германии, Швейцарии, Венгрии, Голландии, Эстонии, Чехии, Канаде, США, Португалии, Франции, Дании и так далее. Также, кроме того, Ольга Яковлевна занимается и научной деятельностью, и ее сфера научных интересов – это мифологические основы и сакрально-мистериальные компоненты современного финно-угорского зрелищного искусства. Она также участница и дипломант свыше 40 международных театральных и фольклорно-музыкальных фестивалей в 15 странах мира. Она записала в Норвегии сольный CD-диск с удмуртскими фольклорными песнями. Награждена почетной грамотой Генерального консула Российской Федерации в Страсбурге за вклад и укрепление позитивного облика в России. Это в 2004 году. В настоящее время живет и работает в Москве, преподает в АПИКТ. И нужно сказать, что она в этом году режиссер Гербера республиканского 2015. Дорогие друзья, очень рада вас видеть. Спешила к вам. И, как говорится, всегда очень рада общаться. Всегда. Очень счастлива, что нынче Министерство по делам национальности пригласило меня в качестве главного режиссера-постановщика Гербера нашего республиканского. Счастлива заниматься фольклором удмуртского народа, потому что фольклор я люблю не менее своей настоящей театральной профессии. И как бы всегда ставлю даже на одни весы, что театр, что фольклор, этнография для меня является просто колоссальной сокровищницей, с которой я, как говорится, в этом живу. Это мой дом. И для меня это вот самая большая ценность, представляет для меня в этом мире. Что бы еще хотелось сказать? Шоделе, шоделе, конен ване, конен ване, конен ване, конен ване, щон ване, щон ване, кырдяле, 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 щон йос, экселе, 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 щон йос, не лезе щодечком, п'єзе ваштечком, ай дай венгене, ай дай венгене, ай дай венгене, ай дай венгене, від Марко Наловаришко. Ну, зачем дал? На самом деле, удивительным образом в моей жизни соединились 2 культуры, и русская, и удмуртская национальная, такой некий синкретизм.
ученые, и я неотрывно себя чувствую и этим человеком, принадлежности к этим обоим культурам. Выросла в городе, родилась я в Сюмсинском районе, куда моих родителей послали учительствовать на село, в деревню Бура. И вот с тех пор картинки детства, собственно говоря, река Кельмесь, пески, великолепный мох, сосны. Для меня это Удмуртия. Это для меня самое большое счастье, самая большая радость, которую я получаю вот от этой природы, и просто не могу от этого уйти. И в 90-е годы, когда активно стала ездить по заграницам, я всегда стремилась в Сюмсинский, Силтинский район, где родилась моя мама, вот, где меня ждал всегда дом в деревне, и в котором я получала тот заряд неиссякаемой энергии, природной, роскошной, фантастической, где брала силы для творчества. Вот это вот все, деревня Внешурбия, как говорится, между Силтами, Сюмсями, такой некий магический треугольник вырисовался. И это для меня божественное место, где я беру вот эти вот силы для творчества. Что же касается моей вот чуть-чуть биографии, я уже коснулась, я не буду пересказывать, просто скажу, что выросла я в городе Ижевске уже с 4 лет. Мы переехали в Ижевск, потому что отец наш умер, к сожалению, молодым, талантливым человеком, ученым, с потрясающими идеями. Наверное, вот мне пришлось его судьбу как-то вот продолжать в том, чем я занимаюсь. И, собственно говоря, закончила вот эту рядом с соседней 56-ю школу. 10 лет в ней проучилась, это моя альма-матер, как говорится, и университет тут рядом, и карьеру свою я начинала с работы актрисы в театре кукол республиканском. Собственно, все сконцентрировалось вот в этом вот пятачке, представляете? И государственный архив, с которыми я очень дружу, да, и сейчас вот библиотека здесь находится, просто любимая удмуртская, где вот все и все. Я всегда очень рада быть в Ижевске, и рада была бы быть побольше, и рада была бы работать, ну вот пока, к сожалению, театральная работа пока не охвачена мною, хотя был когда-то театр «Этнокар». В конце 90-х годов на базе Дома молодежи был создан молодежный драматический театр «Этнокар», где мне предложили его возглавить, быть главным режиссером. И тогда это был необычайный такой новаторский эксперимент молодежный со спектаклем «Тристан и Изольда». «Тристан и Изольда» — это такая наша песня, вроде бы вот, даже эту биографию не перечисляли, но 3 года я возглавляла этот театр, и он оставил какой-то свой большой след, и вышли из этого театра просто лучшие актеры из разных театров, были собраны мною, и поставлен вот этот спектакль, европейский, как вы знаете, да, по роману Битие, Тристана и Изольда. И вот эта вот древнекельтская любовь, как говорится, у меня абсолютно неким таким симметричным образом перенеслась на удмуртскую древнюю арскую землю. И я решила совместить вот некие 2 древние культуры, кельтскую культуру и удмуртскую культуру, сделала прекрасного Тристана удмуртским батыром, которого исполнил когда-то Алексей Ложкин, который, ну, просто стал после этого спектакля звездой всей Удмуртии. И, как говорится, чему я очень рада, теперь он возглавляет Удмуртский национальный драматический театр, чему я тоже несказанно рада. Вот этот эксперимент в данном спектакле еще больше как бы говорил о том, что для меня было важно найти древние корни, что у древних кельтов, что у удмуртов, да, и это говорило о том, насколько древние культуры похожи, идентичны, насколько они как бы совмещаются друг с другом.
потому что древность, вот этнография, что касается фольклорных вещей, они практически едины в любой культуре. И вот эту древность хотелось выкопать и на основе нее создать уже нечто такое авангардное, нечто молодежное. Вот сейчас, как говорится, выросло целое поколение молодежи, которые меня уже, может быть, и не знают, да, в родной Удмуртии, потому что я всю жизнь куда-то уезжала. Но вот вы, молодые, прекрасные, молодое поколение, 20-летние, тех молодых людей, которые родились после перестройки, и это такой результат нашей творческой деятельности, когда на заре перестройки возникло такое творческое движение этнофутуризм. И мы, вот деятели культуры, искусства, им активно занимались. И занимались именно экспериментами в области... то есть совмещали несовместимое, создавали новые проекты, создавали вот это новое направление в культурологии, в искусстве, этнофутуризм, да, то есть это было соединение чего? Это произошло после перестройки, когда железный занавес рухнул, открылись, значит, двери у нас за границу, к нам поехали иностранцы, мы поехали к иностранцам, мы стали изучать вот языки, мы вдруг стали ценны не только для самих себя, и вообще, вот знаете, очень часто мы сами себя не ценим. Вот, а нас кто-то ценит. И только когда нас кто-то оценит, тогда мы почему-то начинаем ценить себя. Вот тогда начинали происходить вот эти процессы. И наши эксперименты, значит, мы создавали с художниками новые перформансы, различные акции творческие, происходили финно-угорские фестивали. Вот все это было на заре 90-х годов. И вот вы сейчас выросли, вы теперь 20-летние, вы вот дети, вот, всех вот нас, тех, кто этим занимался, и вы сейчас уже молодые, свободные, красивые, вы уже делаете такие эксперименты новаторские. Я уже, может быть, стала старушкой вообще, как говорится в этом плане, потому что сейчас у вас совершенно новые технологии, которые были непозволительны для нас. Мы все это делали, и как бы все это было только на заре компьютеров, интернета. Вот представьте, 20 лет назад еще ничего не было. Вот. А теперь все есть, и все можно, и все двери открыты, и что появляется? Появляются новые интересные какие-то вот вещи, и для меня это вот самое интересное, что дает нам новое поколение. А корни берутся от нас. И что мне хочется сказать? После того, как я и работала актрисой и в провинциальных театрах, и в нескольких московских театрах, потом я избрала для себя путь, что я вообще-то не только актриса, но и режиссер. Я сама для себя доказывала, что я режиссер. И каким образом? Начав делать моноспектакли, потому что творческая судьба в каких-то театрах меня не совсем устраивала, я говорила, ну, если вот нет для меня режиссера, где же я его возьму? Я не сидела и не ждала погоды, что кто-то придет и сделает со мной великую роль. Да. Это можно прождать всю жизнь, состариться и умереть, и не дождаться никогда. Я начала экспериментировать сама и сделала свой первый моноспектакль «Слава полку Игореве» на древнерусском языке, представляете? То есть я потом уже начала заниматься своей родной удмуртской национальной культурой. Для меня это было важны вот корни. Да? Фольклор, этнография, первое поэтическое произведение, просто эксперименты начались с древнерусской литературой и фольклором у меня в студенчестве вот, в Москве, в Институте культуры. И мне моя педагог сказала: Оля, ты должна делать фольклор. Не надо делать серебряный век, его делают все. Да? И найдется, кому это сделать. А вот фольклор, твои корни, русские корни, вот давай как бы в этом направлении. Я начала в этом направлении, так появилось вот это слово «полку Игореве» на древнерусском языке, которое я все выучила
представляете, всю поэму. Это было непросто. Да, но наш педагог Юлия Николаевна Малышева занималась с нами древнерусскими текстами, задонщиной и так далее. Я получила в этом опыт и практику. И сделав первый моноспектакль, я получила тогда первый приз фестиваля самостоятельных работ. Меня наградили там путевкой какой-то в Москву. По театрам я начала ездить по фестивалям. Как-то так я поняла, что я вообще-то режиссер. Режиссер, или, может быть, я режиссер только для самой себя. Это очень важно, вот поиски пути, да. Для молодых это очень важно. Я знаю, сколько я искала и сомневалась, вот как бы щупала. Потому что никто не скажет, ты талантливая актриса, ты там, ну, круто там. Это никто не скажет тебе, имейте в виду. Потому что наоборот, может кто-то позавидовать, может еще что-то, да. Но если ты уверен в себе, ты должен знать, вот это твоя дорога, я иду по ней, по этой дороге, да. И я не буду обращать на то, что делать. Мне 10 человек сказали, да ты куда ты идешь. Какая-то артистка там, вообще, ты из удмуртской деревни, да. Мне говорили, да. Но я-то знала, что я артистка. Вот. Всегда. Причем и никто меня не мог сбить, значит, с моего пути. Ни мама, ни родственники, ни друзья. Мне все говорили, ну зачем, куда ты идешь? Ну, мало доверяю, даже близкие люди, можете представить. Вот так вот, к сожалению, бывает. Вы должны, если поставили себе цель, идти. И только тогда придете к тому, что, для чего вы предназначены. И вот такой вот путь, когда, став актрисой, потом режиссером, там, в провинциальных театрах и в московских театрах, потом моноспектакли, потом уже предложили театр, уже стала главным режиссером, уже потом стали приглашать еще, уже начались поездки там по всему миру, удмуртский спектакль на удмуртском языке, 3 свадебных напева, оказался вот вдруг нужным всем. Но когда я его делала, мне все говорили, зачем ты, Оля, делаешь удмуртский спектакль на удмуртском языке? Кому он нужен? Он же нужен, вот 10 интеллигентов соберутся, и больше никому не нужен. Я говорю, ну да, конечно, я понимаю. Наверное, на удмуртском же языке никто не будет слушать. Нет. Я должна это делать, я это буду делать. Вот как писатель пишет в стол. Я работала и знала, что мне это нужно, и я это буду делать. И вдруг, когда спектакль появился в 1994 году, кстати, толчком для меня большим стал финно-угорский театральный фестиваль 1992 года, который проходил в городе Ижевске. Из Ижевска началась вся эта финно-угорская эпопея. И, как говорится, пошло. И вдруг на фестивале этот спектакль стал самым знаменитым, и после этого меня стали приглашать по всему миру. Вот так удмуртский спектакль оказался нужен всему миру. А был не нужен никому. Потому что для меня самая честная профессия искусства в театре – это быть честным с самим собой, бескомпромиссно, значит, вот, идти к своей цели, тоже не обращая внимания, что тебе скажут или тебя отговорят. Надо слушать Бога. Вот слушайте вот эту музыку из верхнего мира, божественного. Слушайте этот голос, прислушивайтесь, он вам укажет. Все будет как надо. Пройдя потом уже опыт и практику, и, в общем, и в московских театрах, и за границей, у меня были постановки в Финляндии, в Норвегии, в Швеции, и я участвовала в международных фольклоро-музыкальных проектах, и пела с потрясающими музыкантами со всего мира. В общем, это было здорово.
Это был такой опыт колоссальный. Ну, были молодые, ну, я не старая, конечно, но тем не менее, это было там 20 лет назад, понимаете? Но сейчас, вот, вспоминая все это, я понимаю, какой опыт, практику, какой я прошла познавание вот этого мира, да, вот та мозаика мировая, которая сплетается потом в какой-то единый ковер. Да? И из этого ты черпаешь уже потом. Если наша удмуртская культура, она не отделена от всех. Она является частью огромной многонациональной культуры, да, мировой культуры. И, как всегда, я привожу пример профессора Владыкина Владимира Емельяновича. Он всегда дает очень четкие тезисы, очень мудрые на всю жизнь, и молодым, и взрослым всем. Он говорит, вот как на лугу, да, есть многоцветие цветов и трав, и великолепный там какой-то роскошный цветок соседствует рядом с невзрачным лютиком, да? Но вы попробуйте убрать этот лютик, и этого многоцветия не будет. И ковер уже будет не столь многоцветным, не таким богатым и не таким красивым. Поэтому мы все там, лютики, ромашки, там, которые составляют этот мировой ковер, мы все его дети, вот мы вплетены в эту общую мировую систему. И когда уже после театра Этногар в конце 90-х годов уже ездя по многим странам, мне предложили стажировки в московских театрах. В этом плане мне очень повезло. Я стажировалась в московских лучших театрах, моих любимых. Это театр Линком у Маркана Захарова и у Генриетты Наумовны Яновской в Тюзе, один из лучших театров Москвы. Вы знаете, я получила колоссальный опыт, еще и практику. И именно в этот момент, после этого, поступив в аспирантуру, понимая, что помимо театра мне также интересна фольклор и этнография, я вот стала заниматься научной деятельностью, написала диссертацию. И как-то вот так вот каким-то странным образом совместила в себе творческого человека, художника и ученого. И сейчас на основе этого делаются мною вот эти театральные эксперименты. И, в общем-то, я занимаюсь фольклором профессионально, на профессиональной театральной сцене. Тоже в этом плане специалист такой очень узкий, но практически, может быть, единственный в стране. Потому что никто не делает профессионально фольклор в профессиональном театре, к сожалению. А я, собственно, посвятила этому жизнь. Вот такая жара жуткая, да? Да. Вот это вот, что делать? И вот я сейчас вот говорю, я много говорю, я бы хотела услышать вопросы, вы меня прерываете, вы мне задавайте вопросы. Просто я хотела таким потоком немножко рассказать, а потом уже мы будем общаться. И вот последнее в этой серии, что я хотела бы сказать, уже подойдя к 2000 годам, да, когда мне вдруг, уже будучи на многих-многих мировых фестивалях, наконец-то меня стали приглашать в родной России. Вот. По финно-угорским республикам я стала ездить, была счастлива, что вот в Йошкар-Оле я побывала, в Коми республике. И вот так случайно меня пригласили также на финно-угорский фестиваль в город Ханты-Мансийск в 2002 году. И вот приехав на этот фестиваль и показав там свой моноспектакль, буквально вот со мной произошла такая парадигма судьбы, что меня под белые рученьки привели к губернатору и сказали, вот она сделает наш национальный театр, вот идите делайте. Я, собственно, у меня не было выбора. Меня просто вот поставили губернатора и сказали, вот она сделает. Вот я сказала, ну ладно. Как-то вот это было вот так вот немного смешно, немного сказочно, немножко как-то неправдоподобно, но это произошло именно так. И хотя на самом деле я, конечно, очень сомневалась
творчески была уверена в себе. Вот это что говорится. Всегда будьте уверены в том, что вы делаете. Да, я просто не понимала, как можно на пустом месте создать профессиональный театр, на голом месте, на пустом месте, с нуля. Там, где профессионального театра не было никогда. И вот в этом я видела очень много, конечно, преград и так далее, каких-то процессов таких всяческих сложных. И, конечно, уже Ханты-Мансийск, да, театр обско-угорских народов. Ханты-Мансийск, Ненцы-Самодейская группа уральская. Их 2%, представляете, в округе. Как вот с ними профессиональный театр делать? У них даже ансамбля не было никогда. У них даже не было ни одного профессионального музыканта, актера за всю историю. Можете представить? Вообще вот никого. А как вот из них делать профессиональных артистов, которые должны петь, танцевать, играть? Да, и уже не говоря о драматическом искусстве, что вообще особая серьезная профессия. И вот так вот мне пришлось идти и лечь на амбразуру и сделать театр, которого никогда не было. И, собственно, у коренных народов его до сих пор и нет, это единственный прецедент в стране, потому что у коренных малочисленных народов профессиональных театров не существует, кроме театра обско-угорских народов «Солнце» в городе Ханты-Мансийске. Ну и на самом деле, конечно, здесь было очень много проблем, конечно, сложностей, и с учеными нужно было работать, и с молодых ребят набирать музыкантов, артистов буквально с улицы, да, тех, кто немного играет, немного поет, немного чего-то. Из Центра искусств для одаренных детей Севера. Вот из всего этого по крупицам, как бисер, как бусинки, я собирала новый коллектив. И вы знаете, через год у нас появилась первая концертная программа, она называлась «Звуки древней юга», где-то у меня афиша лежала. Да. Ага, а я их просто кое-какие покажу вам. Через 2 года была уже премьера первого спектакля, который назывался «За солнцем идущие за миром смотрящие». И мы начали ездить с театром по всему миру. 2-3 года и уже по всему миру. Это очень сложно. На самом деле, я так легко об этом говорю, на самом деле, понимаете, это очень-очень сложно. Да, коллективы, мы выступали в Страсбурге, в Доме Европы. Мы выступали уже там, понятно, и на театральных фестивалях и в Финляндии, и в Голландии, вот, и во Франции еще. Далее нас пригласили в Нью-Йорк, и мы представляли Ханты-Мансийский округ в огромном, значит, на Манхэттене, в Нью-Йорк-Сити центре, понимаете, там звезды выступают. А мы маленькие, корявенькие, нас мало. Когда говорили, что вас так мало, давайте нам 50 человек, я говорю, столько нет в природе. Их вообще 15, их больше в природе нет. Вот в городе их нет. Вы там всех хантов перечтете, там мы в Нью-Йорке тогда выступали. И вот выступая на таких площадках, после которых нас пригласили еще и в Кремль, вот тут было вот как раз вот те парадигмы, то есть 5 неполных лет театра. Мы уже выступаем в Страсбурге, Нью-Йорке, в Кремль нас приглашали дважды. Мы работали программу с Надеждой Бабкиной «Песни России» на Кремлевском дворце съездов. Мы выступали перед Путиным с Медведевым, да, в Большом Кремлевском дворце. То есть коллективов, которые меньше 50 лет на таких площадках не появлялись. И вот этот прецедент, когда театру еще 5 лет нет, а мы выступаем в Кремле, это, конечно, это большая гордость. Но понятно, что есть некие скидки, да, что
Тут суперпрофессиональные танцоры, актеры, музыканты выступают. А этим актерам, которые еще вот только после 3 лет работы в театре там поступили заочно в театральный институт, что если прекрасно они могут играть на национальных инструментах, то произносить текст Шекспира они не могут. Вот, что этому надо учиться, это профессия, и без этого ремесла ты не освоишь эту профессию. И вот, конечно, пройдя вот все эти пути, мы все-таки сделали это, мы создались, губернатор гордился театром русско-угорских народов. Собственно, я считаю, что я свою миссию выполнила, историческую, какую угодно, там, творческую, гражданскую. Вот, собственно, пока мой монолог закончен, и я хочу общаться с вами. Вот, с удовольствием. Какая дальнейшая судьба Обского театра? К сожалению, вот у меня было 10 постановок, 10 лет, 11. Какова? Театр существует, театр работает. К сожалению, те постановки не идут, которые я поставила, но потому что, во-первых, я сама в них исполняла, тоже играла, всегда работала как актриса. Концертные номера, конечно, существуют, вот эти вот, которые мы ставили в больших концертных программах. Но театр сейчас более такой, как это сказать, более скучной ситуации, что ли. Вот, и за это время не только потому, что там я возглавляю, просто очень изменилось время за последние годы, да. Как-то нас догнал мировой кризис, и в Ханты-Мансийском округе очень много изменилось, а там выделялись просто огромные деньги на культуру, вообще на все. И вот этих сейчас огромных денег нет, независимыми от чего и фестивалей уже таких глобальных нет, и таких поездок нет, и постановок уже таких нет. Ну, молодая режиссер сейчас занимается с этими артистами. Было 2 постановки: «Почетная песня» по хантыйским легендам и «Дольше века длится день», и «Некая сказка». Вот, собственно, за 3 года с небольшим постановок как-то очень много. Вот. Ну, вот так. Но театр есть, он существует, он создан, говорится. Вот. Миссия выполнена. Как раз такой вопрос. Вы живете в Москве, и хотят спросить, какова активная диаспора удмуртских известных людей, проживающих, как раз удмурты, проживающих в Москве? Что известно ли вам, что они делают для того, чтобы увековечить память о проживании удмуртов и удмуртов 30-х годов, 40-х, которые проживали в Москве? Я тесно общаюсь с удмуртским землячеством в Москве. Это группа, которая называется «Москвищу Главпьес». И, конечно, мне всегда какие-то мероприятия, мы все собираемся, настолько какие-то памятные даты, да. Всегда отмечается где-то в постпредстве, вот, собирается землячество, отмечаются даты, проводятся какие-то праздники, конечно, вот мероприятия. Я не знаю, насколько воплощена память именно героев наших какой-то национальной интеллигенции, как вы сказали, 30-х годов. Не могу сказать, не обладаю этой информацией, к сожалению. Еще такой вопрос. Насколько постановки, идут ли постановки в московских театрах на удмуртском языке, или этому внимание не уделяется? Как раз землячество не является инициатором как раз постановок на удмуртском языке, спектаклей? Не является. Никаких постановок на удмуртском языке не показывается. Я иногда показываю спектакли в Москве, свои моноспектакли, 3 свадебных напева. Все дело в том, что несколько лет
в Щепкинском институте учились наши молодые студенты, актеры для Удмуртского национального театра. И вот в годы, когда они учились, они каждый год делали дипломный спектакль, на выпуск делали дипломный спектакль. Вот эти спектакли шли на удмуртском языке в стенах учебного театра Щепкинского театрального института. Я вас хотела спросить, как вам удается, вот вы, я слышала, сказали только, что вы принимали участие в своих постановках. Вот нам наши режиссеры не разрешают принимать участие в том, что мы разводим. То есть как вам удавалось совместить работу как и актрисы, так и режиссера? Это же сложно. Всегда я это делала. Нет, а как? Каким способом? Вы раздваивались, может быть, как-нибудь? Просто как-то, как можно играть на сцене и при этом режиссировать, как-то правильно выстраивать что-то? Когда я работала над моноспектаклями, да, это моя система профессиональная, моя тайна небольшая была в чем? Я ставила зеркало и все делала перед зеркалом. Вот зеркало – твой режиссер. Вот это первое. Что касается моноспектаклей. Что касается больших спектаклей и проектов, то я думаю, это я начала делать уже, скажем, в театре обско-угорских народов, до этого в театре Иднакар. То есть я тоже исполняла роли в этих спектаклях, Изольды Удмуртской, например, да. Вот, и была Изольда Ирландская, и была Изольда Удмуртская, Изольда Ирландская и Изольда Удмуртская, да, которую я исполняла 17 лет назад. Что мне помогало? К тому времени я уже для себя поняла, что я актриса, что я неплохая актриса. Да? Вы знаете, мы не рождаемся гениями. На самом деле в профессии это тяжелый труд. И пока я сама не удостоверилась, что я хорошая актриса, я бы не рисковала выйти и сама играть и режиссировать. Когда я поняла, что я уже приличная актриса, я уже как бы настолько свою силу чувствую, вот тут я уже позволила себе и играть, и режиссировать. Конечно, ты как бы себя не видишь, но тоже есть небольшая вот подсказочка, вот видео, да, вот нас снимают. К примеру, мне достаточно было, например, снять репетиционный процесс, снять репетицию. Я его, скажем, просматривала для себя и таким образом видела свои ошибки. Вот, да? Потому что когда играешь, очень сложно себя адекватно оценивать. Вот. Ты видишь других, но ты не видишь себя. Вот мне помогали в первом случае зеркало, во втором видео. А во-вторых, конечно же, я как-то просила своих коллег в этом плане со стороны посмотреть. Я диктатор, конечно, в профессии, честно скажу. Вот. Но, тем не менее, я всегда советуюсь. Я спрашиваю мнение коллег. Там, как тебе кажется, не переборщила ли я, там, не выделяюсь ли я из общего ансамбля там, и так далее. Вот это вот профессиональные хитрости. Что вы еще спросили? Вот вы сказали то, что вы диктатор, вы советуетесь, но все равно делаете по-своему. Нет. Я диктатор с другими, но в отношении себя я прислушиваюсь. Ну, получается, делаете по-своему? Я прислушиваюсь. Но делаете по-своему. Вот. И как бы мне всегда нужно услышать мнение или увидеть себя со стороны. А других я вижу. И как должно все выстроено, я изначально вижу, это уже тоже тайна профессии. Придумываю спектакли, я многие спектакли придумала за одну ночь. Вы сценарий пишете? Сценарии я пишу. Да, вот такая я. Даже где нету, можно не потому что вот такая уж гениальная. А где можно вот найти? нету. Вот сижу, пишу. А в интернете есть? Имеется в виду ваши работы. Да, ваши работы где можно посмотреть? Сценарии. Нигде они не выставлены. Но практически вот все мои постановки в Ханты-Мансийске. Например, что я ставила? Первый спектакль был по хантыйскому, мансийскому фольклору «За солнцем идущий, за миром смотрящий».
Драматургии-то нет, вы поймите. Ее так никогда в мире не существовало, хантыйской драматургии. Где брать-то? Чего делать? Вот берешь фольклор и пишешь, придумываешь, и пишешь эту драматургическую инсценировку, пишешь этот сценарий, пишешь эту пьесу. Дальше был спектакль по картинам хантыйского художника Райшева. Где вы возьмете драматургию? Ее в природе не существует. Все, ты пишешь. Это вообще авторский театр, авторский спектакль. Все, его нигде не взять. Тебе приходит, хочешь ты, не хочешь, садишься и пишешь. Вот так. Моноспектакли то же самое. Тристана и Изольда, пьесы нет. Роман есть, пьесы нет. Чего хочешь делать, пиши. У нас была за основу взята очень такая древняя старая пьеса, но она вот современная не подходила. Мы ее очень сильно копировали, изменяли, как бы резали, и потом сочинили полностью второй акт вместе с художником Людмилой Молчановой. Прям сели и сочинили. Вот такая история была. Вот такой творческий путь, нету ничего готового. Если ты создаешь что-то новое авторское, его не будет, надо все изначально прямо. А вот театр Ханты-Мансийский, вот где вы раньше работали, какой возраст был у актеров? Это были молодые ребята после школьной скамьи, практически. То есть они без образования сразу вы начали Практически, разъезжать? значит, как это было? Ханты-Мансийск — это такой город, в котором все создавалось с нуля, не только театр. Университет создавался с нуля, научно-исследовательский институт, вот вся вот эта структура создавалась с нуля в этом городе. Тогда, когда в конце 80-х, вот в 90-е пришел Филипенко, губернатор, отделился, когда округ от Тюменской области стал автономным округом. Только тогда пошло вот это вот мощное развитие. Это политика, раз, и второе, огромные нефтяные деньги, которые губернатор содействовал в своей мечте. То есть он сделал город-сказку. Это был европейский город, совершенно, это европейский город, это фантастические музеи, театр, галерея, фантастическая уникальная архитектура, дома жилые, вообще все разные, ничего друг на друга не похоже. Фестивали мировые фантастические, соревнования мировые фантастические, там чемпионат по биатлону мира, чемпионат мира по шахматам. Представляете, такие нью-васюки вообще крутые. Это вот такой город, где все создавалось с нуля, но там вот никого, когда я говорю, ну как я создам театр, у вас никого нет. Они говорят, у нас есть деньги. Я не смогла против этого факта, значит, что там возразить. Я говорю, ну деньги еще не все. Но это был уже такой вялый лепет, понимаете? Деньги есть, вот все будет город-сад. Вот. Они вот такой создали. И вот эти ребята, это те первое практически поколение вот, творческой молодежи, которые, вот знаете, из леса вышли, вот из своего там березового, со своих там стойбищ, вот такие вот, такие вот ханты, значит. Вот это ребята, которые поехали учиться за образованием, это очень немногих единицы, вы поймите. Я говорю, то, что я набрала 15 человек актеров за несколько лет, это глобальная трудоемкая работа, понимаете? И они поехали поступать, там учиться вот в Егорский университет, который с нуля в это же время создался, да? Создался вот, Институт искусств для одаренных детей Севера, Центр искусств для одаренных детей. И вот какие-то талантливые туда молодые ребятки попадали, кто-то там учился на хореографии, кто-то там закончил музыкальную школу или музыкальный колледж в городе там педагогический, кто-то поступил в университет, и вот я их изо всех вот эти вот бусинки я их вытащила. И вот бусы появились. Как говорится, они были сначала, да, непрофессиональными. Поставив уже первые концертную программу,
первый спектакль, все. Вынесли волевое решение, и они все поступили целевым курсом от Российского округа в театральный институт Екатеринбургский, уже на заочное отделение актерское, вот параллельно с учебой в университете, работая в театре, они еще учились в Екатеринбургском театральном институте. Вот так вот все в раз свалилось. Минуя там века и тысячелетия, значит, за несколько лет они прошли и миновали вот эти вот, как говорится, пробелы целого века в образовании. Вот так появились первые профессиональные артисты. А какой театральной системой вы пользуетесь? Профессия. Да, конечно. Скажем, не пользуюсь. Скажем, мы пользуемся всем. Руководство. Что нам делать, который я предпочитаю, который мне нравится, кого я люблю в театральной истории и мире. Мне очень нравится вся система Михаила Чехова. Ну, помимо, естественно, классической системы Станиславского, это основа, это школа, это ремесло. Вот. И моим излюбленным направлением в мировом театре являются два имени. Это Питер Брук и Ежи Градовский. Вот. Коротко я ответила, а вообще на эту тему можно дискутировать очень долго. Вот, скажем, Ежи Градовский и Питер Брук, они занимались таким неким мистериальным театром. Вот это то, что больше всего для меня близко. И это мои театральные мировые кумиры. Вы знаете, два слова о Питере Бруке. Это надо знать, то есть студенты интересны. Питер Брук, классический английский режиссер, имевший все премии, регалии и так далее, закончивший, да, преподававший в знаменитой лондонской театральной школе, в один прекрасный миг возглавлявший лондонский классический театр. В один прекрасный миг все это бросил, когда ему было лет 30. Он все это бросил, набрал артистов с улицы, вот прямо, не знаю, из всех щелей, как говорится, поехал с ними в мировые экспедиции. Они с этими набранными с улицы артистами, он жил в африканских деревнях, в Индии они сколько жили, они по году жили в этих странах, в этнографии в чистой, можете представить. Изучал вот так вот народы, культуры, мифологию, поставил знаменитый спектакль Махабхарата по индийскому эпосу и сделал премьеру в Олимпии в Париже. Представляете? Это был мировой фурор. Это был мировой фурор в 80-е годы. Он сделал себе новое мировое имя с артистами, которых он взял вот с улицы, буквально не подбирал в африканских деревнях. Вот такой вот человек. И вот это вот эпос, мифология, вот это то, что я сама для себя избрала, и вот это то, что для меня очень важно, близко, интересно, экспериментально. Вот давайте дальше. Давайте дальше. Скажите, просто, какие проблемы вы считаете существуют в современном молодежном театральном движении? О, интересный вопрос. В Ижевске. Ну, вообще. Вообще. Да. Вот я говорю, что я с удивлением увидела и узнала, что в городе Ижевске появились новые театральные коллективы. Театр Лес Партизанус, который вдруг, значит, чего-то там перевернули, значит, воображение, мышление критиков театральных, которые там были приглашены в рамках «Золотой маски». Показываются лучшие спектакли со всей страны, да, вот гастролируют. И вот это театр, который не профессиональный, любительский. Вот они взяли и пригласили. И что, как я понимаю, в этих тенденциях происходит? Это просто один небольшой пример. А помимо этого, именно за эти
20 лет, о которых я говорила, за то поколение новое, которое выросло после того, как мы начинали этнофутуризм. Даже бурановские бабушки — это дитя нашего этнофутуризма и наших первых экспериментов, потому что оно уже выросло вот на этой почве, создалось вот смешение удмуртского фолка, этно, рок, джаз, что-то там только мы не мешали вообще, соотнося нашу удмуртскую культуру со всей мировой, мы делали любые эксперименты, и вот это, такой феномен появился, да. И вот эти современные театральные коллективы, которые вот очень интересные, какие-то новаторские, да, хотя в профессиональных наших драматических театрах что-то я не очень-то вижу. Такие новаторские спектакли нету, их, честно вам говорю. Появляются отдельные режиссерские имена, кто-то приезжает, там ставит, уезжает, это бывают очень интересные спектакли. Но всеобщая тенденция такова, что театр стал смешиваться с различными другими, во-первых, видами искусства, а во-вторых, с мультимедиа. Это как раз говорит вот о вашем новом поколении. Потому что сейчас, я вот была на 2 последних премьерах в Амхате, например, да, в главном театре страны. Что я хочу сказать? Это был один из спектаклей к юбилею Олега Табакова, юбилей ювелира. И второй спектакль по гнезду глухаря. Вот буквально вот меньше месяца прошло. Что я хочу сказать? Вот современные режиссеры используют, приходишь в театр МХАТ, половина сцены занимают проекции, экраны, различные эксперименты с мультимедиа. Представляете? Актеры находятся на сцене, в это же время наверху на экранах многочисленных нам показывают, что происходит в кулуарах. Да? Например, показывают большой дом. Вот мы видим на первом плане главных действующих лиц. А там еще 4 комнаты и несколько, 8 действующих лиц. И каждый в своей комнатке, в своем уголке, в каком-то закутке происходит действие. Понимаете? И мы одновременно на этих экранах все это видим. Да? Вот тут вот главные герои живьем, а там вот это, а там происходит интриги, заговор, а тут уже, значит, появляются другие действующие лица. И вы знаете, это такая картина какая-то создается, понимаете, много-много-много-много объемная, да? Насколько надо же понять действие, и к чему это потом приведет. Вот соединение этих, ага, в это время там вот это, а тут вот это делают. Слушайте, это потрясающая штука. Вот я говорю, какие технические возможности появились в наше время. Вот я как раз и говорю о вас, о молодых. Что сейчас стоит снять? Тут же показательная игра. Существует театр ДОК, да, в Москве, или театр Практика. Что они там берут? Любой документ последний. И уже завтра его ставят в театре. Вот. С кафедры театра уже берут. Совершенно последняя современная история. Только это произошло, еще месяца не прошло с этого события. Это уже идет в театре. Понимаете? И не надо там глобальных махаторских пауз, там ничего-то. Мгновенно это все. Тут проекция. Тут сейчас не надо декорации тоже. Проекция. Любые картинки можно создать мгновенно, без всякой траты, на дорогостоящую декорацию, там, бутафорию и так далее. Представляете, вот современные возможности, они совершенно другие, мышление другое. Вы считаете это хорошо? Я считаю, что хорошо и это, и это, и это. Мне интересно, во что это выльется через те же 10 лет. Что отсеется, уже что-то отсеклось. Вот что сегодняшнее конъюнктурное только для сегодняшнего дня, что само собой завтра уже уйдет. Вот появилось уже, завтра же уйдет. А что вечное остается искусством на протяжении 10 лет. Вот так вот.
независимо ни от каких технических средств. Это очень интересный процесс. Вы счастливые, вы живете вот совершенно фантастическое время. Нет, мы все счастливые, но вы молодое поколение, мы еще были без компьютеров, можете представить. Мы вообще древние, мы от вас на целый век отстали. Вот мы в 20-м жили, а вы в 21-м, понимаете? На целых тысячелетия отстали от нас. Только благодаря тому, что 20 лет назад компьютер появился. Понимаете? Вот, у нас его не было. И мы без этого чего-то делали, искусство высокое, эксперименты там, из себя делали. Вот не было этих возможностей, понимаете, каких-то фантастических. Мозги другие. И вот, соответственно, создаются новые жанры, какие-то новые формы. То есть это можно ли считать классическим уже вот театром тогда? Если синкретизм вот каких-то мультимедийных средств? Ну это же МХАТ. Главный театр страны. Да. Только я не представляю, вот за это вот это мгновенно все меняется, да, что завтра появится. А ведь остается это главное, что актер. Актер, живой актер, режиссер, твоя душа, твоя энергия, твои глаза. И все, никаким мультимедиа не заменят энергетического воздействия. Ничего не заменит, честно говоря. Это останется в веках. Расскажите о своей диссертации. Когда она появилась? Я поступила в аспирантуру в 2002 году. Уже когда было опыты общения, подготовки фольклорных спектаклей. То есть я глубоко изучала уже, я читала труды, значит, понятно, что там, Владимира Прокопа, это понятно. Что самое мне было интересное, например, это семантика. Скажем, семантика фольклора, семантика костюма, семантика сказок, семантика чего угодно. Потому что семантика – это тайный сакральный смысл. Вот семиотика, мировая знаковая система. Вот что для меня самое интересное оказалось в искусствоведении, в культурологии. Я умные книжки я вообще-то читала всю жизнь, конечно, независимо ни от чего. Но именно тогда я пришла к таким трудам, как Мирча Илиады. Понятно, что это архетипы Юнга. И вот я прочла мировую этнографическую литературу, это Тейлор, это «Золотая ветвь» Фрезера, это такие основы основ, чего вам настоятельно советую сделать, без которых бы мои там научные труды ничего не стоили, и вообще я бы ничего не стоила. Начав все это изучать, я все интересовалась, поэтому поступила, начала писать диссертацию. И именно чему, естественно, я была специалистом? Я была специалистом в отношении удмуртской культуры, да, как вы понимаете. Обско-угорской культуры, как потом оказалось. Я потом уже самим Ханты-Манси рассказывала, что и как они делают, что делают так, что делают не так, что они не понимают семантики. Понимаете, носители, они выполняют то, что им полагается, но не зная семантики, они теряют эти корни, теряют этот смысл. Вот. И вот все это сконцентрировалось вот в таком умном названии, как мифологическое пространство. Потому что мифология, фольклор, этнография – это область моей личной. И сакрально-мистериальные компоненты – это как раз сакрально-мистериальное, что-то такое. Сакральная как раз семантика, да, вот фольклора, этнографии. И как все это из всего этого мифологического, сакрально-мистериального я переносила в театр. И в зрелищные искусства, да, финно-угорские зрелищные искусства. Вот, собственно, название диссертации и, собственно, той практики, которую я получала в течение всей своей творческой жизни, скажем. Вот такой труд.